Хороший прессинг. Легкая прессинг. Урок. Ганги бить. Ассаламу алейкум, құрметті RFC көрермендері. Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики RFC Ruch Fighting Championship. Со мной, как всегда, мой соведущий Василий Тахтай. И основатель первого, самого медийного промоушена в Казахстане Рамазан Рамбердиев. Достар, бүгін бізді өте қызықты жекпе-жектер күтіп тұр. Бүгінгі кештің ең басты жекпе-жегінде барлығына баяғыдан бері көзге үйреніп қалған өнері де, сериалдарда, киносы да Пилал Бексултан Апачи өзінің өнерін көрсетеді. Бексултан, саған айтарым, сен медиа лиганың локомотивісің. Сол үшін барлық біздің көрермендер, оқырмандар, подписчиктер әрқашанда сені қолдап жүреді. Сол үшін бүгінгі жекпе-жегінде саған тілеймін тек сәттілік. Әдемі жекпе-жек көрсет. Және оның қарсыласы осал жігіт емес. Оның алдында жекпе-жектен кейін бір-біріне вызов тастап, сол жекпе-жекті жасайтын болып шештік. Сол үшін жігіттерге айтарым тек сәттілік. Медиа лига жаңа қатысушылармен толып жатыр. Тек қана сөйлейтін ғана емес, және де спорттан да жақсы хабар бар жігіттер. Сол үшін мен оған да өте қуаныштымын. Егер медиа лига қатысам десеңдер, достар, жай ғана сөйлеу қазір аз. Сен спортпен де сөзіңді іспен дәлелдеу білуің керексің. Ал біз бастаймыз, және де бастамас бұрын хотел бы выразить огромную благодарность перед началом нашего турнира судейской коллегии, рефери, катманы, медицинская бригада. И, конечно же, наши незаменимые комментаторы Арман Абдрахманов и Сатай Мадиев. Ну а вы, друзья, перед началом выпуска обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на колокольчик и напишите свой комментарий, какой из сегодняшних поединков вы ждете больше всего и за кого вы будете болеть. Ну а мы начинаем. И в красный угол октагона приглашается боец. Ему 22 года. Ташкент, Узбекистан. Идет по стопам своего старшего брата, известного Адилхона Камолова, стремясь не только повторить его успех, но и превзойти своего брата. Молодой, амбициозный и готовый сделать громкое заявление внутри октагона. Встречайте, Камолов Надирхон, Трамплин Джуниор. В синий угол октагона приглашается молодой и амбициозный боец. Ему 22 года, он из города Алматы. Быстрый, выносливый и готов доказать, что его время пришло. Сегодня он выходит в клетку, чтобы показать свое мастерство и характер. Встречайте, Касимов Серик. Ережен бұзбаймыз, мұқият тыңдаймыз. Бойцы правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Самое главное, покажите красиво, достойно и самое главное, честный бой. Пожали руки. Удачи по углам.
Открывают сегодняшний карт дебютанты. Носитель легендарной уже фамилии в мире единоборства Камолов. Я тебе так сказал, братья Камоловы захватывают эту индустрию. Да, да. Топ-индустрию. Интересно, есть ли еще братья? Ну и как Потому что получилось? уже есть трамплин джуниор. Если есть третий брат, это мини-трамплин получается. Знаешь, Да? есть спортивных единоборств есть очень такие вот известные братья Кличко, Гера в ММА. В свое время были Емельяненко, но теперь уже Камоловы. Но очень собранный. Но Дирхон чуть повыше ростом. Касимов Серик. И вот довольно-таки неплохие джебы. Пытается на дистанцию держать. Стоялся на дистанции. Серик. Застоялся на месте. Поскольку дебютанты, ну, есть определенный мандраж. Могут немножко подгореть. Главное не полностью сгореть, потому что драться еще нужно. Неплохо. Включается вот здесь уже. Корпус здесь пробивает раз. Трамплин Джуниор. Не там про ним получается. Да, вот, кстати, Серик у нас не имеет прозвища. Сам не такой, к сожалению, Серик. Только лишь вот далека. Неплохо начал, да, но на месте. Не активизируется. Это все по воздуху здесь. Пока еще нет особых попаданий от Камолова. Завершается практически первый раунд у нас. И концовку даже наиболее явно тут забирать из спортсменов. Ну, более-менее, знаешь, какое-то представление, да, о боксе, кажется, есть все-таки больше у Надирхона. Ну, я бы не хотел, конечно же, такой. Я не думал, что я когда-либо скажу это, но бокс Надирхона получше, чем у собственного брата. Я тебе так даже скажу это. Я не знал, что я в целом увижу такое. Но Трамплин Джуниор оказался лучшим ударником, чем Трамплин Синьор, скажем так. Не слышим, к сожалению, секундантов ни Серика, ни Надирхона. Вот теперь слышим. Kutyapti vaziyatni, Nodir. Nimanidir Ikkita o'rningdan turibman, vazingni rostida o'tirma. o'rningdan tur bo'ldi. Tur bo'ldi. Tur setgani o'sha, bu yoqqa qarab tur, если что. Аккуратно ishni. Urasan, O'yinni ko'tarma, vazingni rostida. Таким очень Уходим. поделился Уходим. Камолов Синий угол. своим братом. Красный угол, Капа. Действительно есть сходство, да? Обратите внимание. Да, да. Так, ну мы готовы. Настроен серьезно. Касимов Серик. Неплохо вроде он начал первый раунд, но Судьи. стал больше застаиваться. И в результате он только в лучшей стороны тактику сделал. Возможно, во втором раскроется. Ну, я думаю, спишем все это на мандраж, на волнение перед началом поединка. А теперь уже первый раунд позади. Думаю, что пришло время драться. Боец. Кулаки надо сжимать. Да, очень уместное предупреждение, я тоже на это обратил внимание. Не сжал кулаки. Так можно и трамплин в глаз выкинуть, да? То есть там есть попадание. Столько ударов, но одно точно есть. Он отвечает. Но Дирхон, поэтому сдалека выбрасывать удара. По большому счету смысла в этом абсолютно никакого. Потому что сокращение дистанции за счет ног происходит. Но отвечать должен Серик, не застаиваться. Да, ну, однобоко действует. Но Дирхон. Это что-то интересное было. Видел я такой удар в исполнении одного индийского боксера пару месяцев назад.
Да, не больше 2 ударов наносит Надирхон, и причем после джеба всегда наносит оверхенд правой рукой. Неплохо, зарубились вот здесь. Подзарубились, да, немножко? Но вот корпус обрабатывает очень хорошо. Трамплин младший. Еще раз. Да, вот во втором уже раунде как-то более понятно, да, действует. Да, Камолов. Какой-то план видим в его действиях. А вот Что он делает? А вот у Серика, да, вот как будто бы нет плана, он просто вышел. Просто вышел. Да, и все. Зачем ты такие вещи говоришь? Просто вышел. Он вышел драться, не просто... Ну да, вышел драться, ну вот, дерется ну и так, дерется, да. как он может, по крайней мере, сейчас. Bizga oshiqcha narsa kerak emas. Do'stlar, 3-raund mana bitta narsani to'g'ri tushun. O'zingnamisen? 3-raund kim ishlasa, o'sha olib ketib qoladi bu yerda. Bo'ldi, 3-raund ham shu tempda ishla. Bizga Nima uchun kelgansan? Ishla нормально. Ну, Национальная накачка. да. У Дюхона тут главное, что Пашев сейчас не начал сам его тут воспитывать. Qo'llaring bitta-bitta otyapsan. Iloji boricha seriyaga ishlayver. 1-2-1 1-1 Урчик ket. Урчик ket. Накачивает всячески, эмоционально. Дает мотивацию. В общем, если коротко, то он сказал газ, 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 газ. Если перевести с узбекского, да, скажи. Газ, 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 газ. Ну, действительно, третий раунд, возможно, будет решающим. Возможно, и нет. Так что непонятно. Но как-то не поддержал. Поддержал арена, публика. Серик очень мало делает для того, чтобы публика его поддерживал на самом деле. Да, вот Хайлайт. Вот нокаут, опять-таки лайфхаки говорит, да? от старшего, более опытного бойца. Знает эту индустрию, знает это дело. Прямо здесь. Постоянно. Дело Да? против Хайлайта, кажется. Взорвутся после такого нокаута в исполнении Надирхона. Если он будет, конечно. Если он будет. Ну, уже можно что-то нарезать. Да. Один хайлайт как минимум он сделал. Ну и Серику сейчас нужно отыгрывать. Серик, Серик. Нужно собраться, но не такими же атаками. Так. С джебов начинает. Уже неплохо. Нет. Это не то, чего мы ожидали. И вот опять. Корпус очень хорошо обрабатывает. Планомерно, постоянно работает по корпусу. Раунд заближится к своему завершению. Третий раунд. Еще раз. Столько ударов, да, но ни одной по цели. Молоко буквально все. Это говорит о том, что очень хорошая защита. Да, у Просто проблемы с точностью нанесения удара. Нет, тут надо с другой стороны смотреть. Это защита. Видишь, какая хорошая защита. Столько ударов и ни одного попадания. И с той, и с этой стороны. Надо просто уметь правильно на это смотреть. Под правильным углом. Концовка третьего раунда. Да, нужно обострять под концовку. Да, нам немножко эмоций. Всё, Поединок завершен. всё. Ждем Поединок официального судейского решения по итогам 3 раундов. Итак, друзья, в этом поединке единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Камолов Надирхон, Трамплин Джуниор.
Надирхон, Адилхон, жеңіс құтты болсын. Жақсы жекпе-жек болды. Бұл сенің ініңнің дебюті болды. Мен ойлап тұрмын, сен қатты уайымдаған шығарсың, бірақ інің жақсы жекпе-жек көрсетті. Жеңіс құтты болсын. Assalomu alaykum hammaga. Qozog'iston, O'zbekiston. Rahmat hammaga. Meni akam Odilxon Kamolov, родной akam. Ko'pchilik bilmas ekan. Endi bilib oldinglar. Aytgancha, onajon, biz uddaladik. Trenerlarimga, ham akam, ham trenerim Odilxon Kamolovga rahmat. Bizni переводчигimiz Jasurbek Nashirovga rahmat. Bahakatim Olmaliq nomer 1 Alfraganus universitetiga rahmat. Nomer 1. Vizitchilar bu akamga vizit tashlagan blogerlar, yana bir ko'chada yurgan bir o'zidan 2 kun zalga borib bayis yasab olgan bolalar vizit tashlab, birinchi menga kelaring. Birinchi men yutasanlar, keyin akam kelasizlar. Meni o'tmaysanlar, lekin shuni bilaman. Yana ustozlarim bor. O'tkir aka ustozim bu bo'yiga tayyorlagan. Davron aka Sahuzdan, Jalol aka, Said Azim aka ustozga, Said Akbar akamga rahmat. Haddushi, Said Islom aka, Said Abror aka, hammasiga rahmat. Kechagi bo'yda bilaman bu yerda Qozog'istonlik bir bloger bor ekan. 70 mi, 71 mi chempionimi kim? Apache degan bola bor ekan. Keyingi bo'yga Xudo xolasa sen bilan o'rishmoqchiman. Apache. Kel bu yoqqa. Kel bavrim, kel inim. Kel shaylanay. Ruh fighting. Brat, sizga rahmat. Ablay brat. Hoş geldin. Rahmat. Hammangizlarga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Qozog'iston 2-uyim bo'lib qoldi. Har oyda kelamiz. Zo'r kutib olishadi, yaxshi qarashadi. Ukam ko'pchilik ko'rmagan, bilmagan, uylanib, ozgina travmalar bilan bo'lib 2-3 yil mobaynida to'xtatib qo'ydi-yu, lekin lyubitelskiy karyerasi bor. Xudo xolasa endi bu birinchi bo'y bo'lgani uchun, tezda qabul qilganimiz uchun, qolaversa bizning yo'nalishimiz kurash, bu kulachka bo'lgani uchun bo'yda qabul qildi. Xudo xolasa chiroyli janglar bilan ruh fightingni yondiramiz bu yog'iga. Chiroyli butun o'sha o'zbek auditoriyasini, SNG auditoriyasi bilan yaxshi sportivniy pustoslov, bachkana media emas, haqiqiy bo'y bilan, haqiqiy destva bilan Xudo xolasa ko'rsatadi. Onajon, biz uddaladik. Жеңіс құтты болсын. Адилхон, Надирхон, сіздерді біздің лигада әрқашанда қуанышпен қарсы аламыз. Сол үшін алдыда өзің вызов айтып жатырсың ғой. Апачимен жекпе-жекке шықсам деп. Менің ойымша бұл тамаша жекпе-жектердің бірі болуы мүмкін. Бірақ дұрыстап дайындалыңдар, өйткені Апачи ол былайынша айтқанда кәрі қасқыр ғой енді. Медиа лигада жақсы деңгейде, сол үшін дұрыстап дайындалыңдар. Сол үшін менің ойымша ол жекпе-жекті жасауға болады, тек жақсы дайындықпен. Сол үшін жеңіс құтты болсын. Сіздерді күтеміз тағы да. Серик, как ты думаешь, чего тебе не хватило для победы? Во-первых, всем салам алейкум. Спасибо человеку, который сидит там. Он называет меня тезкой, да? Амиго. Я только его и слышал, он громче моего секунданта орал. Чего не хватило? Я думаю, подготовки не хватило. Абсолютно никакой. Я 5 лет застоя. И я думаю, что я показал хороший бой, но я собой недоволен. Единственное, я доволен тем, что у меня с лицом все более-менее в порядке. А я жене обещал то, что без фингала приду. Поэтому нельзя было. Но будем готовиться, будем дальше работать. Спасибо моей команде, да, Айтанов Тим. Мы с ним очень давно тренируемся, мы вдвоем выросли. У него своя школа, и он теперь уже и меня тренирует, да. Подготовимся, вернемся сильнее. Поражение, ну, бывает. Хорошей подготовки. Ждем тебя. Рахмет.
Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемде, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитына 200% бонусыңды алып кет. OneX компаниясы. Что, Вась, поздравляем Надирхона Камолова с удачным дебютом в нашей лиге. И я думаю, впереди его ждут очень интересные другие поединки в медиалиге, так как два брата, которые поддерживают друг друга во всем, это очень классное зрелище, поэтому желаем братьям Камоловым только удачи в предстоящих поединках. Ну а мы переходим к нашему следующему поединку, и в красный угол октагона приглашается боец, который знает только вкус побед. Ему 24 года, город Шымкент, его рекорд 3-0. Он не знает поражения и сегодня намерен продолжить свою победную серию. Сильный, холоднокровный и уверенный в себе, он выходит в этот октагон, чтобы доказать, что он будущий чемпион. Встречайте, Махсут Куандык. В синий угол октагона выходит молодой и амбициозный боец. Ему всего 21 год. Но он уже готов заявить о себе. Из города Алматы он сочетает скорость, точность и хладнокровие в бою. Его удары молниеносны, а стиль непредсказуем. Сегодня он намерен доказать, что будущее за ним. Встречайте, Юсупов Мураджан по прозвищу Бомба. Білеміз, ережені бұзбаймыз. Менің мұқият тыңдайсыңдар. Қол алсамыз. Өз бұрыштарымен. Мы готовы к началу второго поединка. Махсут Куандык — красный угол, Юсуп Мураджан — синий угол. Это весовая категория до 80 килограммов. Острый, хороший джеб. Да, силовой джеб от Мураджана. Сразу же Начал обострять. своя ответочка. Махсут Куандык. Ну, не зря, наверное, да, прозвище у Мураджана Бомба. Мне кажется, есть в этом какой-то посыл. Неплохо так. Махсут Куандык Прощупал сейчас своим ударом. затылок. Аккуратнее нужно быть, уже не первый эпизод. Ударом по затылку у нас с вами накачанного спортсмена. Но начало очень-очень такое стремительное. Отлично, в корпусе обрабатывал и апперкот очень своевременный от Махсута Куандыка. Три поединка провел в рамках РФС. Куандык, Махсут и один бой провел. Чистый нокдаун, чистый нокдаун. Отчитывает Халил Мамиев. А упал, знаешь, как будто вот все, его вырубили. Я, честно, подумал, что на этом все. Пытается повторить свой успех. Да, пошел порубал. Да, пытается Спасает здесь сетка октагона. темпом взять. Юсупова Мураджана. Мураджану необходимо клинчевать. Или же Нужно велосипед.
Ну, знаешь, не так много пространства для этого. Ну, можно побегать по октагону, нет. Нужно переждать эту бурю. Есть попадание. Да, завязал в клинче. Вот как раз после нокдауна, да, стал больше клинчевать Муратшан. Пытается остановиться. Есть. Попадает, но опять-таки завязался в клинче. Куанда. Ему-то клинч как раз не нужен. Ну что, установки получены. Мы ждем начала второго раунда. Ну что, мы готовы. Второй раунд. Рефери Халил Мамиев дает разрешение. Продолжение раздорубки. Да, очень много клинчей. Да, попытался сейчас опять тем же ударом поймать. Максут Куанда. Скантрить в клинче. Да. Ну вот опять очень много борьбы. Именно борьбы даже. Ну вот пытается отвязаться от клинча Максут, но не так уж легко это сделать. Каждая атака заканчивается клинчем. Вот, да? Даже по движениям, да, можно понять характерным, что вот он после удара задумал клинч. Пропустил его с виска. Муратшан. Максут Куанда работает отлично в этом плане. Чистый нокдаун. Чистый, конечно. Халил отсчитывает. Должен показать. Тот же самый удар, впрочем, что и был в первом периоде этого поединка. Да, продолжаем. Продолжаем. И это уже тревожно. Ну вот опять. Удар в клинч. В затылок. В клинче. Здесь уже Максут сам пропустил. Закос просто любой шаг использовал. Нанести удар бомба. Бомбовый удар нанести, да? Разрез было опасно. Да. Джана Юсупова. Слышится размашистые удары у Муратшана, к сожалению, не получается у него очень точно нанести. Мощнейший. Как только держит, наверное, точно потерял равновесие. Еще раз. раунд завершен. Ну вот ощущение, что это такой некий стоячий нокдаун был, да? Был.
работает так, как ему нужно работать. Да, говорят сейчас секунданты Максуту, что выигрывает он, и не стоит так сильно рисковать. Ну и заключительный третий раунд. Юсупова Мураджана, наверное, сейчас спасет только нокаут. Ну, у него позволить этим раундом. Посылок пока за два прошедших периода мы не наблюдали. Да. И в первом, и во втором раунде побывал в нокдаунах. Это просто вот подкрепляет, да, скажем так, успех. Отрабатывает здесь Максут. Мураджан не остается в долгу, тоже создает опасной ситуации. Время работает против Мураджана. Да, и вот опять, да. Кажется, был. Да, хотел локтем, но все-таки попал больше рукой. Ну, локтем, кстати, бить нельзя. Так, для справочки. Да. Зашел за спину, здесь очень красиво. Хорошо работает ноги. Бэкфист больше Не штанут, скажем, да. Ну, как раз таки это уже не нокдаун. не нокдаун, это Жестко. результаты пролитой воды. Хороший раунд, на самом деле. Вот, да, выигрывая Максут, он не слушает поединок, да, там, не включает велосипед, а продолжает работать в том же духе. Хочет также забрать и третий раунд. Здесь вот, на самом деле, сетка. Да? Сетка помешала, да. Если бы не сетка, то, скорее всего, был бы нокдаун. Нет, это видно. Это здесь что-то было из репертуара Шарабулита. Очень много времени тратит в клинче. Да, и вот просто открытый Эй, ну, Последний да. секунды раунда. Здесь вот бить не стоило, конечно. Да, вот просто открытая рубка, да, пошла. Завершен поединок. Даже в случае, если судьи дадут третий раунд, я думаю, что этого будет достаточно для победы Мураджана. Ну, дождемся. Құрметті достар, төрешілер қабылдаған шешімді айтпас бұрын, екі жауынгерге де бонус. Осындай әдемі жекпе-жектерді біздің көрермендер жақсы көреді. Нағыз екі батыр, екеулеріңе де мың алғыс. Ал енді единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Максут Қуандық. Қуандық, жеңіс құтты болсын. Сен біздің лигада біраз жекпе-жек өткіздің. Мықты жауынгерлердің бірісің. Жекпе-жек әдемі болды. Енді алдыңда өзіңе қандай қарсыластарды көріп тұрсың? Ассалаумағалейкум. Алматы, қазақ елі. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Рахмет барлықтарыңызға. Қолдап жатсыздар, естіп жатырық. Жанкүйерлеріміз. Жақсы қарсылас. Өткенде үшінші бойда. Үшінші ойымды өткіздім бұл жігітпен. Бауырым недоволен болып кеткен еді. Бері жіберді деп. Бүгін Аллахтың қалауымен
дәлелдедім деп ойлаймын өзімді. Рахмет барлықтарыңызға. Маған мен үшін дұғада болған Шымкенттегі бауырларым, ата-анам, туған туысқандарым, достарым, барлықтарыңа Алла разы болсын. Рахмет барлықтарыңа. Димаш бауырым, Ұлан бауырым, рахмет барлықтарыңа. Ар жақта да бауырларым отыр, братандар отыр. Рахмет, от души, Алла разы болсын. Рамазан аға, сіздерге де рахмет. Бұл 4-ші жекпе-жегім. Аллахтың қалауымен жеңіске жетіп жатырық. Рахмет барлықтарыңызға. Келесі жекпе-жегім. Білмеймін. 4-тен 5-ші бойға бересіздер пойыз. Бұл аяқта ұрамыз ғой, смело. Пойыз берсеңіздер дейін 5-ші бойға. Разница жоқ маған, соперник. 77 кило, қазақ, өзбек, қырғыз, орыс, любой. Любойын ұрамыз. Нағыз чемпиондық амбиция деген осындай болу керек, достар. Енді 77 килограмм салмағында өзің білесің. Қазір чемпион ол Бекзат. Міндет түрде бұл жекпе-жек туралы біз сөйлесеміз, өткені сенің рекордың 4-0. Сені шын жүректен құттықтаймын, әдемі жекпе-жек болды. Бұйыртса, келесі турнирда кездескенше. Жеңіс құтты болсын. Мураджан, ты что за бомба? В таких боях я считаю, что проигравших победителей не бывает. Вы оба воины показали достойный бой. Настоящая бомба. Ассаламу алейкум всем. Ассаламу алейкум. Что сказать? Мне там только уважение было. В прошлом бою, да, я был недоволен. Я думал, выиграл и так далее. Но қуаныш шықты, доказал. Алла разы болсын бауырым. Только спортивный интерес. Кеше айттым, мен шықтым, болды. Я готовился к другие соревнования. Ну ничего страшного, альхамдулилля. Рамазан аға, 77 конкретно контракт болса, салмақ қуалайым, как положено. Боецпен замена емес. Чисто сол боецке. Иншалла, қуандық бауырым, жеңіс құтты болсын, бірақ кто не упал, тот не встает. Я пойду до конца барам. Альхамдулилля, все, спасибо. Сен сияқты жауынгерлер біздің лигаға керек, сол үшін міндет түрде келесі турнирда сені күтеміз. Я люблю шоу. Я люблю шоу. Рахмет саған. Мен көрермендерге қызық бой көрсету үшін осы клеткаға шығам. Қызық бой көрдіңіздер деп үміттемін. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемде, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитына 200% бонусыңды алып кет. OneX компаниясы. Ну что, друзья, вот и настало время главного медиапоединка сегодняшнего выпуска. И не буду тянуть и томить, а лишь приглашу любимчика всей нашей аудитории, всех наших подписчиков. Настоящий чемпион, скромный парень и настоящий талант. В красный угол октагона выходит боец, который уже успел навести шум в медиалиге. Он не боится громких заявлений и готов отвечать за каждое свое слово внутри этого октагона. Сегодня он настроен только на победу и сделает все, чтобы выйти из клетки с поднятой рукой. Встречайте, Апачи Пилал Бексултан. В синий угол октагона приглашается решительный и настойчивый боец. Ему всего 21 год, но он уже готов заявить о себе. Представитель Узбекистана. Сегодня он выходит в клетку с одной целью – доказать, что он готов к большим победам.
Встречайте, Журабеков Джавахирбек по прозвищу Блэк. Правила знаем, не нарушаем. Команда стоп, остановились. Все, пожали ручки. Бойцы по углам. Ну что, главный поединок сегодняшнего карда поприветствует новичка Журабека Джавахирбекова. Джавахирбек. Вот так вот правильнее. А мы будем называть его просто Блэк. Блэк против Апачи. Апачи на правах хозяина этой лиги. Второго человека. После основателей лиги. Да, заряжен, настроен серьезно. Занимает центр клетки. Не намерен он возиться с дебютом. Видимости. Плохо. Хочет вытянуть на себя, раскрыть, да, и уже потом пробивать. Ну, видно, что парень атлетичный, но вот навыки нанесения ударов мы еще пока не смогли оценить. Ну, пока что принимает удар. Корпус голова, очень жестко здесь было. Ну, с недавних пор профессиональный боксер, да? У нас Владик Султан, да. Султан, не забудьте про это. Один из немногих бойцов из нашей страны, который успешно дебютировал в боксе. Было встреча здесь. Контролирует все-таки дистанцию, да, пространство в октагоне. И пошел зарубаться так же. Султан. Сдали у него нервы. Впереди. Клинч отрабатывает здесь. Да, да. Просто взгляд слева заряжает корпус. Вымыгается, кажется, после первого раунда. Да, задышал Блэк, видно. Журабек обработал. Очень хорошо обработал Апачи. Рубка это всегда 50 на 50. Да, в целом любая удача, кажется, это лотерея. Да, неплохо здесь с дистанции уже. Неплохо здесь работа. Как же Маженко размашистыми ударами. Отличный первый раунд выдался. Журабеков. Так, все готово к началу второго раунда. Не сильно ли устал? Да, вот это Хирбек. Вот это, да, больше всего, кажется, волнует, насколько он себя хорошо чувствует. Готов ли функционально продолжать в том же темпе? Может ли удосрочить? Ведь Султан пилал своего оппонента. Да, Пилал, когда зарубается, он немножко уравняет шансы. Уравнивает, да? Ему время от времени надоедает играть техничного боксера, и он лезет в руку просто.
Вот опять с дистанции попытался достать корпус. Ну как Апачи может отказаться от приглашения размена от рубки? Я человек простой, да? Вижу рубку. Залетаю в нее. А когда мы заднюю давали, да? Газ, 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 газ! Да, застаивается, но тем не менее огрызает. Блэк. Темпер, конечно, пониже, чем в первом раунде, поэтому это на руку Джавахирбеку. Ну, когда как-то слишком примитивно, да, стал действовать, читаемо стал действовать. Апачи. Однобока, как минимум, да, постоянно он показывает левую руку. Еще раз. О, кажется, это... О, здесь наказание за промах. Ну и сам промах. Сразу же. Поджимает. Еще раз. Здесь тоже попадание было. Передней рукой очень мало бьет. Апачи клинит прям на ударах левой, да, рукой по корпусу, по голове. Здесь попытался завершить комбинацию передней рукой. Ну, а вот от блока мы абсолютно никаких атак не видим. Просто выжидает. Иногда выбрасывает по одному удару. Отчитывает рефери, заигрался, кажется. Да, заиграл. Не на той дистанции был, на которой он должен был быть, а вот для Джавахирбека это был просто подарок. Теперь начнется самое интересное. Но зря Джавахир нанес удар, когда уже соперник упал. Да, это уже добивание, это уже не ММА. Не забывайте. Кажется, в глаз, да, попал? Нет, мне кажется, проблемы с носом, потому что не может прийти в себя после этого пропущенного удара. Точно не он, кажется, нанес Тогда удар. все. Это... Нет, готов продолжить. Но значит, в нос попал именно когда лежал на спине, да? То есть это некое такое добивание уже было. Да. Да. 1 балл. Сняли балл, да, насколько я правильно понял? Ну, получается, сам свой нокдаун удалил. Да? Да. Этот нокдаун мог бы очень сильно решить исход поединка в общем и целом. Да, опережая ваши комментарии под этим выпуском, я думаю, что нужно здесь пояснить. Добивания по правилам Rook Fighting Championship запрещены. Добивания только лишь нокдаун, либо нокаут. Да, и за счет нокдауна он мог выиграть этот раунд, но, скорее всего, ну, как минимум, ничья будет зафиксирована в этом раунде. А, возможно, и выиграет этот раунд. Апачи. Но не выиграет этот раунд точно Журабеков. Как минимум, ничья. Все, выходим. Все из-за одного удара нелегитимного. Боец готов. Третий раунд. Погнали. Третий раунд. Возможно, в этом раунде сможет все-таки оформить нокдаун Джавахирбек. Ну и Апачи уже, да, не будет так расслабляться. Будет поосторожнее, конечно, атаковать. Понял, что нельзя недооценивать. Ну, вряд ли зарубаться будет. Очень размашисто. Почувствовал я сквозняк после этого удара. До нашего столика.
Да, вот пытается опять под левую руку подвести. Да, соперника. Гельберг, я так понимаю, ищет снова возможность для одного точного удара. Для повтора своего успеха во втором раунде. Нет. Хорош здесь Блэк, но все-таки по корпусу не так эффектно это выглядит. Качает своего оппонента здесь, раскачивает, пытается вывести на удар. Здесь уже Апачи. подачей, да? Да, в атаке находится Апачи. Поджимает, держит у сетки. Местами просто прорывает оборону. Залетает, да, с этими размахайками Блэк. Но в третьем раунде пока угрозы не было с его стороны. Слева неплохо было. Вот здесь опасно сейчас. Последние секунды третьего раунда остаются. Стал зарубаться также Апачи. Но, возможно, этого не стоило делать. Тоже заберет концовку. Все, поединок раунд завершен. В атаке его завершает Апачи. Ну что, ждем официальное решение. Но я думаю, все согласны с тем, что этот поединок Апачи забирает. Итак, друзья, в этом кровавом поединке единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Апачи Билал Бексултан. Бексултан, Апачи, жеңіс құтты болсын. Медиа лиганың нағыз королі осы жерде. Жекпе-жек оңай болды деп айта алмаймын. Қарсыласың нағыз мықты жігіттердің бірі. Біздің медиа лигада дебют жасап жатқан. Енді сенің жеңісің құтты болсын. Алда қандай қарсыластарды көріп отырсың? Кіммен жекпе-жекке шыққың келеді? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Раненый лев, все еще лев. Кім? Жавонхир, Жахо. Все, рахмет. Жохан. Рахмет за поединок. Рамазан. Өзің байқаған шығарсың, атборда да, дебютанттарда бәрі шақырып жатыр, ешқайсына отказ беріп отқан жоқпын. Бір турнирда екеуіммен ұрып отырмын. Меня по пустякам не дергайте, пожалуйста. Маған бір достойный, медикасы менен жоғары, поясқа вот вес айтпақшы, вес. Анауың біраз ауыр болды. Мынау тоже нормально. Извините, мен 66-мын. Вы не путайте, не 70. 66. 66, жігіттер. Так что, Рамазан өзің көрген жарсың. Ешкімге отказ беріп отқан жоқпын. Ұрып отырық. Марсель мен жекпе-жек туралы не ойлайсың? Марсельдің екеуін алып келіңдер. Бесеу, нағын менен біреу, алтау. Оның бәрі енді болашақта болады деген ойдамын. Егер Марсель қабылдаса, смело, газ ғой, брат. Жалпы осы бойларға мен дайындап жатқан Данияр тренерім, Жандос, мен спарринг партнерім. Және де в кроссфиттан Икрам ағай, рахмет, сіздің арқаңызда еще шаршамадым. Перейт етіп жатырық. Және де біздің спонсорымыз Оксипро компаниясы, сеть строительных магазин строительных оборудований. Короче, стройкаға керек нәрселердің бәрі ғой. Жігіттер, если что, обращайтесь. Қазақстан, Өзбекстан, Россия барлық жерде бар. Смело. Жеңіс құтты болсын, Бексултан. Блэк. Хороший бой. Для дебюта это вообще шикарный бой. Сразу с чемпионом. А уважение от чемпиона это еще лучше. Всем ассаламу алейкум. В первую очередь хотел бы сказать альхамдулилля. Спасибо Аллаху за такую возможность. В дебюте я подрался с чемпионом нашего веса. Еще я его фанат. Я смотрю все казахские сериалы.
Во всех казахских сериалах он есть, я его смотрел с детства, короче. Вот такая возможность выпала, но, к сожалению, по воле Всевышнего я проиграл. Но я не обижен, я проиграл чемпиону. Я думаю, если бы было бы еще время хотя бы недельку подготовиться, я думал, я бы выиграл его. Ну ладно, ничего страшного. Все бывает, это спорт. И хотел бы поблагодарить, на узбекском можно. Ой, манна хаббуме чемпион bilan urushdan bitkazib qo'ydim, va'da berdim. Sizga yutaman deb. Oyim, ukam, singlim, sizlarni yaxshi ko'raman hammanglarni. Mandan xafa bo'lmanglar. Yana отдельный rahmat etmoqchiman. Shu yo'lga kirib kelayotganimda men katta podдержка bergan Yangiyo'ldan Otabek aka, Doniyor aka sizlarga rahmat. Mani sponsorlarim Raisboy, Mirolim aka sizga отдельный rahmat. Otabek rahmat, sizga ham kattakon rahmat. Hammaga assalomu alaykum Казахстан. Я вас люблю, братья, вы очень дружелюбный народ, брат. Всем спасибо. Я думаю, вам понравился этот бой. Я дебютант с чемпионом подрался. Апачи тоже тигр. Ладно, я вас не буду задерживать. Всем ассаламу алейкум. Спасибо большое за возможность. RFC, вам тоже, брат, спасибо большое. Спасибо, брат. Как всегда, Апачи показывает самые яркие, интересные, зрелищные поединки. Поздравляем Апачи. Апачиді міндетті түрде комментарийда құттықтап жіберіңіздер. Бүгін Апачи тағы да бір жеңіске жетті. Менің ойымша бұл ең медиалиганың мықты жігіттерінің бірі. Қалай айтады ғой бізде 8 қырлы, 1 қырлы дей ма? Қалай дейді? Елки-палки, забывшись. 8 қырлы, 1 сырлы, брат. Вот, ишь, ты знаешь так. Өзіміздің қазағымыз айтады ғой, 8 қырлы, 1 сырлы. Апачи дәл сондай жігіт. Сол үшін Апачи жеңіс құтты болсын. Менің ойымша алдыда оны өте қызықты жекпе-жектер күтіп тұр. Марсельмен профессионалды ММА боецпен стойкада жекпе-жек жазсақ, құрметті достар, не ойлайсыздар? Сол жекпе-жек туралы өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің ойымша қызық болады. Әрине, өте қызық болады. Достар, біз сіздермен қоштаспаймыз, біз сіздерге тек айтамыз. Келесі кездескенше.